Утро среды знаменовалось для Тхуарчала приездом президента. В начале инспекции глава государства провел совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий стихии. Во встрече приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, глава района Исидор Дочи, депутаты парламента Герман Кочарава, Беслан Эмурхба, начальник УКС Демир Гамисоня, руководство районной администрации. О ходе проводимых работ доложил Исидор Дочи. رتكلم بحركوب واشتغل دقة خينا حكوت يراين با يخنشل يندوك واحنا برتسكسيون دو كوابيز جتو بشيونيك خنشل ويعرلس نوصل كيرشوب يراو بريادة يراين با يقلب برتا يراين با دخندوك يحكون خزو خوي زنزا بساخرة تقدم يا ماتش نوب وبرتكي كتب وجو وسباكل سوا برخا خان تابيقو تمزحون عبرتوصل كوشачу буртки усур пыльник заходит. По словам главы УКС Демира Гамисоня, в основном были повреждены крыши многоэтажных домов. Всего поступило 34 заявления. Работы в 9 домах, пострадавших сильнее всего, уже начались. Ветер также повредил кровли 2 частных домов. Их полностью заменят. На ликвидацию последствий стихии понадобится около 2 недель. В частном порядке рассматриваются еще отдельные заявления граждан, но там не сильно критичные ситуации, только у 2 граждан Харчилава и Ганджиоглы. У них действительно серьезная проблема, им полная замена кровли будет осуществляться. По всем остальным объектам работы ведутся, под дождем никого не оставили, все своевременно решается. В четверг мы отправляем всю документацию на комиссию по ЧС и, соответственно, дальше будем это все финансировать. Сейчас еще есть отдельные вещи, которые по лестнице Тхуарчельской, там перила нужно будет восстановить, такие специфические вещи потребуют немного больше времени. Бадрагунба отметил, что необходимо как можно быстрее провести восстановительные работы. Глава государства поручил оказывать профильным структурам и строителям максимальное содействие, чтобы они могли своевременно оказать помощь гражданам, пострадавшим от стихии. Затем Бадрагунба проинспектировал ход восстановительных работ в Тхуарчале. Завершен ремонт кровель в 2 домах на улице Ардзенба 19 и 22. А по улице Обжуйской работы выполнены на 80%. По Обжуйской 15 каркас сделан, и тифолом накрыли, чтобы пару пунктов. Я ну вимшком шрила уйки гел это. Тума аван ход ужамшцгер прохагат замарил. Ну ехачка машка вимшит прохагат зама битуму. Ага. Я аралом садовой. Почему чек реал Сергей. Вот это панцирь. А здесь крышу снял полностью или частично? Здесь полностью и в оперативном режиме максимально все сделали, так что проблем не создали. А сколько квадратов? 1100 квадратов один дом, 1100 другой. 142, другой 1152. В рамках рабочей поездки глава государства посетил и садик, который также пострадал из-за стихии. Здесь ураганный ветер повредил забор и часть кровли. Вот садик погрузился, но здесь там поехали на торговку макана. Разных углов закахали, там закахали. يزخبط بتاعها شغل فلكناش да يوجد بتنجح أكل كحكة يزخبط فلكناش скоро тоже решили да Если что, подрядчик мы поможет. мы уже поговорили, а забор мы уже деньги. А кто работу выполняет? Какая компания? Здесь стройдом. На текущий момент средства еще не выделены. Было поручение Бадра Зурабовича о том, чтобы устранить последствия стихийного бедствия. Без авансов подрядной организации начаты работы. Основная часть работ самых критичных уже выполнена. И в течение 2 недель мы собираемся закончить все кровли и устранить все последствия стихийного бедствия. Скорее всего, вот мы составляем уже сметы, основную часть составили. Общий лимит финансирования будет порядка 42-45 миллионов рублей. Все возможности и силы подключены для решения задач, связанных с ликвидацией последствий урагана, подчеркнул глава государства, подводя итоги инспекционной поездки в Тхуарчал. Было отдельное поручение оперативно оказать поддержку жителям Тхуарчала, восстановить крыши, чтобы их не заливало, не затопило
непогодой, дождем. Ну, вроде бы все эти вопросы снимаются. Из 4 многоэтажных домов уже буквально 2 дома восстановлены, остальные 2 дома в ближайшие 2 недели будут завершены. Все возможности, все силы подключены для решения задач, связанных с устранением, значит, последствий урагана. К сожалению, такого рода ситуация и в Ачимчирском районе, и в городе Сухум, и в Гудаутском районе. Мы оперативно задействуем все силы для решения проблем во всех районах Абхазии. Президент Бадра Гунба также осмотрел 2 многоквартирных дома в Ачимчире. Глава администрации Ачимчирского района Алхас Кацай сообщил, что балконы в многоквартирном доме по улице Куртава, 34, еще до урагана находились в аварийном состоянии, а стихия усугубила положение. Начальник УКС Демир Гамисоня проинформировал, что смета на ремонт балконов была составлена 2 года назад. Жители дома попросили президента оказать им помощь. В данном случае мы находимся в Куртава, 34. Это у нас объект 60-х годов, он находится в аварийном положении. Еще в 23 году здесь была составлена экспертиза, было заключение. Здесь у нас проблема в пристройке. Балконная часть здесь пристроена была позже, деревянная конструкция. Но несмотря на это, он жилой дом. На сегодняшний день прописаны 9 семей, проживают постоянно 6. Это те люди, у которых нет другого домовладения, у них нет другого места, где они могли бы проживать. Мы это неоднократно проверяли. Условия здесь критические. И в 2023 году была составлена смета, но, к сожалению, работы не было выполнено. Здесь уже выезжали по этой ситуации. Уже составлена смета была еще 2 года назад. Стоимость 4 миллиона 200 тысяч рублей. В принципе, если будет соответствующее поручение, можем завтра же отправить людей, чтобы начали работать. Я добавлю, это бытность наша была, еще когда здесь работал. История давно, больше 2 лет, 2 года это как сметы составлены, на года 3 это история. Они все время просили, чтобы помогли вот это все снести и просто сделать фундамент. Они дальше уже настройки сами сделают. Мы в итоге каркас поднимаем и площадку делаем. Да. Ну, посчитайте с учетом, да, изменившихся цен, посмотрите. А из нового, что повреждено, это крыша этого дома. Вахахума. Дальше будет специалист, что это хыбхнам где-то общаться она из Ярухмары. Вот наша какая ситуация, видите, в аварийном состоянии на волоске висят наши балконы. Мучаемся. Надеемся на вас, что-то поможете нам, сделаете. Хорошо. Приехали оценить ситуацию, Да. посмотрим, Ну, сами постараемся видите, помочь. мы не преувеличиваем. Здесь вот вообще балкон обвалился, здесь он висит. Там вообще нижний. Сколько семей здесь? Вообще по закону 11 семей. Да, А по факту? А по факту 6. 6 семей Да, проживают. да. Хорошо, постараемся помочь. Мы надеемся на вас, Хорошо, потому что постараемся. очень тяжело нам. У нас ни канализации нет, ничего. В таких условиях мы живем 21 век. Многоквартирный дом по улице Куртава также пострадал во время урагана, частично снесло кровлю. И так получилось, что напротив стоящий дом, тоже вот объект 60-х годов, там тоже снесло частично крышу, которую нужно восстановить. Помимо этого у нас по всем районам и селам до 15 домовладений, которые пострадали, но эти домовладения мы собственными силами сегодня восстанавливаем. За счет средств местного бюджета мы обеспечиваем людей шиферами, составлены соответствующие документы, выполняются все необходимые работы. Подводя итоги инспекционной поездки, президент Бадра Гунба отметил, что ураганный ветер нанес району меньше ущерба, чем Творчалу. Ситуация в Ачимчире полегче, учитывая, что количество домов, с которых ураган снес крыши, меньше. Но при всем при этом это все касается непосредственно людей. Вопросы, связанные с ремонтом крыш, мы здесь тоже держим на контроле. Я уверен, что в течение 1,5 недели все вопросы, связанные с решением последствий и ликвидацией последствий урагана, мы завершим. Аналогичные необходимые меры принимаются и в других районах Абхазии, где ураган нанес ущерб инфраструктуре. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.